Господу помолимся, Господи, помилуй. За ускладенные почестные дары Господу помолимся. Боже, Боже наш, Боже, Боже наш, небесный хлеб, ежу всему свету, Господа нашего и Бога, и Иисуса Христа Ты послал, Збавцу и Вызволителя, и Добродея, який, доброславляя, свечая нас, сам доброслави приношение это, и прими его до наднебесного Твоего отвярника. Помяни, як добрые и человеколюбные, тых, что принесли, и тых, за кого яны принесли гэтые дары. А нас неосудженными заховай у священнодействии Божьих Твоих тайнов. Бо святое, прославленное, наипочестнейшее, величное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, надея наша, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, доброслави. У воскресл из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистой Своей Мати и всех святых, помилуй и избавить нас, бо Он добрый и человеколюбный. Аминь. Упекли плотью. У гробе плотью, упеклишь с душою, як Бог, ураишь с разбойником, и на простоле ты был, Христе, зайцом и духом, усё наполняючи неописальне. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Пресвятая Богородица, уратуй нас. Надымлю вам, как вам легче спевалось. О, Августин. Илья, вітаю вас. Євгенія, ти хто всі читати поставив? Добре. Так. Ну що ж, зараз ми чекаємо нашого екзарха, отца Юстина, він там на сповіді ще. Вось, а перед літургією я хотів би сказати, що сьогодні ми святкуємо пам'ять святителя Григорія Цудотворцы. Гэта один з перших християнских святых, святы 3-го стагоддзя. І ён мне, ну, неяк вельмі блізкі, і у яго вельмі такія цікавыя ёсць моманты яго жыцця. Ну, па-першае, ён быў такім высокаадукаваным філосафам. Вельмі, ну, адзін з найлепшых філосафаў свайго часу, які прыняў хрысціянства і які вельмі моцна паўплываў на многіх вот такіх, як кажуць, айцоў царквы, якія потым сфармулявалі хрысціянскае веравучэнне. І, напрыклад, ад свяціцеля Григорія Цудотворцы застаўся адзін з найлепшых таких сімвалаў веры. Вось мы ведаем такі Нікея Царыградскі сімвал веры, гэта які ўжо быў зацверджаны Уселенскімі саборамі, але калі так увогуле казаць, такі першы складзены сімвал веры, гэта быў менавіта сімвал веры Григорія Цудотворцы. І, акрем таго, ён быў выдатным аскетам, і сапраўды вось ён, ну, так, багата часу свайго жыцця, багата сілаў аддаваў на такую хрысціянскую аскезу, містыку, містычнае спасціжэнне Бога. І ў гэтым ён дасягнуў таксама вялікіх вышыняў.
І ось у його житті є такий вельми цікавий момент, який показує падання таке про його, що коли він аднойчы шоў з одного города ў другі, яму аказалася так, што ўжо наступала ноч і была непагадзь, і яму трэба было пераначаваць у царкве. Ой, не ў царкве, а ў язычніцкім капішчы. Гэта было вельмі вядомае такое капішча, дзе неяк відавочна праяўлялася гэтая такая дэманская сіла, то бок людзі бачылі там відзенні вось гэтых там, як яны лічылі багоў, вось там нейкія прадказанні будучага былі, і жрецы паганскай рэлігіі, яны вельмі шанавалі гэтае месца. І вось Грыгорый там спыніўся на начлег, як нармальны хрысціянін, ён прачытаў сваё там вячэрняе правіла, пагаварыў з Богам, дабраславіў гэтае месца і пайшоў. А на наступную раніцу прыйшоў жрэц гэтага храма язычніцкага і пачынае там выклікаць з гэтых духаў, якія заўсёды з'яўляліся, заўсёды былі з ім. І нічога не адбываецца. Нічога не адбываецца. Ён спрабуе высветліць, што такое. І хтосьці яму кажа, тут, кажа, быў нейкі там дзівак, падобны на хрысціянскага прэсвітара, можа, гэта ён штосьці такое зрабіў, што вось нашыя богі больш не з'яўляюцца. І тады гэты жрэц загадаў сваім слугам хутчэй дагнаць Грыгорыя, і вярнуць яго, каб ён, значыцца, зрабіў усё, як было. І гэтыя слугі даганяюць Грыгорыя, тлумачаць яму, што за праблема ў іх узнікла, і Грыгорый піша пісьмо. Грыгорый дыявалу, можаш вярнуцца. І вот гэта адзін з бадай такіх самых некаторай ступені нават смешных выпадкаў, якія мы ўвогуле ва ўсім корпусе жыцці святых ведаем. Калі ён піша Грыгорый д'явалу, можаш вярнуцца. І калі жрэц убачыў гэтае пісьмо, і пачаў там штосьці рабіць, і гэтыя дэманы вярнуліся да яго, ён задумаўся, а хто гэты Грыгорый, што ён вышэйшы за тых, каму мы пакланяемся, і сам стаў хрысціянінам. І вось Грыгорый быў епіскапам горада Неакісарыі, першым епіскапам і, дарэчы, першым чалавекам, які насіў імя Грыгорый. Грыгорый гэта значыцца той, хто заўсёды бадзёры, той, хто не спіць. І ад яго ўжо пашла такая хрысціянская традыцыя. І гэта, дарэчы, таксама паказвае на тое, што ён быў вялікім аскетам. І вось калі ён прыйшоў служыць у Неакісарыю, то там было толькі 3 хрысціяніна. Ён быў епіскапам для 3 хрысціян у гэтым горадзе. А калі скончылася яго жыццё, і ён ужо адышоў у вечнасць, то, як пісалі яго вучні, у Неакісарыі засталіся толькі 3 язычнікі. То бок, дзякуючы яго пропаведзі, увесь вось гэты горад Неакісарыя, ён стаў хрысціянскім, і сапраўды гэта быў адзін з найвялікшых такіх цэнтраў хрысціянскай веры, вось гэты горад Неакісарыя. Так што сёння мы ушаноўваем памяць вось гэтага Грыгорыя, у гонар якога я нават назваў аднаго са сваіх сыноў, у гонар Грыгорыя Цудатворцы. І потым у гонар гэтага Грыгорыя быў названы, напрыклад, Грыгорый Багаслоў, Грыгорый Нізкі і шмат-шмат іншых айцоў. А таксама учора святкавалася памяць па каталіцкаму календару, але гэта таксама для нас важна, памяць свята Вострабрамскай іконы. І мы сёння таксама, мы маем такі невялічкі абразок, я яго сюды паставіў, таксама гэтая святыня і нашага беларускага народу у тым ліку.
была перад нашымі вачыма, перад нашымі духоўнымі вачыма, бо гэта несумнеўна святы вобраз, гэта несумнеўна святое месца, дзе людзі сапраўды сустракаюцца з Божай Маці, вось, і атрымоўваюць яе небеснае дабраславенне. Такім чынам, вось у нас сёння два святы: свята свяціцеля Григорія і свята Астабрамскай іконы Божай Маці. А па праваслаўнаму календару, здаецца, 26-га ці калі там снежня святкуецца свята Астабрамскай, і недзе ў снежні, напрыканцы снежня. І мы ўжо дамовіліся, отец Юстин, наш экзарх, дамовіўся з мітрапалітам каталіцкім Грушасам, і у нас будзе магчымасць там адслужыць літургію. Так што вот я сёння пра гэта абвяшчаю. Добра, пайду клікаць отца Юстина, бо дзесьці ён там затрымаўся. Дзе ён? Кого? Уже жонка Евгена. Пойдем почитать, потому что... Жонка Евгена? Да. Ну, у них... Ирина, да, все. Это надолго. Да, добре. Добре, отец Юстин споведае, так што, калі хочаце, можете пайсці. Вот. А мы тады пачнем, калі ён прыйдзе, тады далучыцца да службы нашай. Так. Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Володару небесный, утешителю, Духу истины, ты всюду присутный и все наполняешь, скарбница добра, життя подателю, приди, вселися в нас, и очисти нас от усякой нечистоты, избав добрые души наши. Слава у вышинях Богу и на земле миру, людях добрая воля. Слава у вышинях Богу и на земле миру, людях добрая воля. Господи, в устны мои открый, и в устны мои будут обвещать хвалу Твою. Час дейничать Господу. Добрословена володарства, Отца и Сына и Святого Духа, цяпер и завсёды и на веки веков. У миры Господу помолимся. За мир звышини избавления душ наших Господу помолимся. За мир во всім свете, тривалость святых Божих церкваў и з'єднання усіх Господу помолимся. За святый храм гэты и за тых, что з верою пашаною и страхом Божим уваходять у Яго, Господу помолимся. За великого Господара нашего, сусветного патриарха Варфоломея, за супольность нашу, за шановных просвитеров, у Христе диаконов, за увесь клир и народ, Господу помолимся. За сприяльное надворье, за богатый урожай земных плодов и за часы мирные, Господу помолимся. За тых, хто падарожнічае па моры, на зямлі і ў паветры, хто хварэе, пакутуе, хто знаходзіцца ў несправядлівым зняволенні, і за збаўленне іх, Господу помолимся. Каб пазбавіцца нам ад усякага гора, пакут, нядолі і нястачы, Господу помолимся. Оборони, избав, помилуй и захини нас, Боже, ласкою Твоею. Усе святую, беззаганную, найдобрословеннейшую, славную владарку нашу, Богородицу и вечно Деву Марию, с усими святыми помянувшие сами себе и один одного, и все житье наше Христу Богу отдамо. Господи, Боже наш, Твоя улада недосяжная, слава неспостижная, милость невымерная, человеколюбство невымовное. Ты, владару, по милосердности Твоей споглянь на нас и на святый храм гэты, и створи з нами и тыми, кто молится разом с нами, богатую свою милость и спогаду. Бо належит Тебе всякая слава, пошана и поклонение,
Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Великий а идет делать Твоим это Отче. Знову і знову міри Господу помолимся. Оборони, збав, помилуй, заховай нас, Боже, ласкою Твоею. Усе святую, беззаконную, наидобрословеннейшую владарку нашу, Богородицу, вечно Деву Марию, за всеми святыми помянувши сами себе один одного, и все житие наше Христу Богу отдамо. Господи Боже наш, збав народ свой, да благослови удел свой. Полноту церкви свою заховай, святи тых, кто любит красу дома Твоего, прослав же их боскую свою силу, и не покинь нас, и сподяемся на Тебе. Бо Твоя улада, Твое царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды на веки веков. Знову і знову міри Господу помолимся. Оборони, збав, помилуй, захини нас, Боже, ласкою Твоею. Усе святую, беззаконную, наидобрословеннейшую владарку нашу, Богородицу, вечно Деву Марию, за всеми святыми помянувши сами себе один одного, и все житие наше Христу Богу отдамо. Ты дал нам гэтые супольные сходные молитвы и пообещал выконать, коли двое те трое молятся у сходе теля імя Твоего. Ты теперь выконай просьбы слуг Твоих, які на користь им. У гэтым веку кируешь нас до спознания Твоей истины, а у будущем даючи житие вечное. Бо Ты добрый, человеколюбный Бог, и Тебе славу возносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды на веки веков. Придите, будем радостно славить Господа, будем петь Богу, Спасителю нашему. Ураду на Сыне Божий, что воскрес помилуй, спеваем Тебе, Аллилуйя. Станем з удячностью перед обличчям Ягони, у песнях уславим Его. Ураду на Сыне Божий, что
Премудрость прости. Te поклонимся, ой, Näinkad pühad ja sind ülistavad, seejärel austavad, keelavad, on parkpea lauluga sind kummardavad kõik taeva peal. Sa oled kõik olematusest olemisele kutsunud, sa lõid inimese oma kuju järgi ja enese sarnaseks ja tehtasid teda kõiksupanetega. Sina annad paljudele tarkust ja arukust, sa ei põlga patust, vaid seasid meie pääsemist meelepanemisele. Sina tegid meid oma andlikke ja vääritud sulaseid vääriliseks ja sel tunnil seisma sinu püha altari au ees ja tooma sulle kummardamist ja ülistamist nii nagu kohus on. Võta valitse ka meie patuste suust vastu, kui on parkpüha laul ja külasta meid meie lahkudes, anna meile andeks iga meelega või kogemata eksime. Ühitse meie hingede ihud ning anna meile jõudu teenida sind vagaduses kõik meie elupäevad. Pea Jumala sünnita nii kõigise pühade palvedel, kes alguses saadik sinu meelepärast on olnud. Господу помолимся. Яко святости Боже наш, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Святый моцный, святый несмиродный, помилуй, помилуй нас. Святый Боже, святый моцный, святый несмиродный, помилуй, помилуй нас. Святый Боже, святый моцный, святый несмиродный, помилуй, помилуй нас. Святый несмиродный, помилуй, помилуй нас. Отец Александр, я про Кимен прочитаю. Я и думаю, что эти... Будем уважливыми. Мир всем. Прокимен тон четвертый, якие великие деи Твои, Господи, усё мудро Ты створил. Доброслови, душа моя, Господа, Господи Боже мой, Ты дивосно великий. Якое богатие творов Твоих, Господи. Мудрость. До Галатов послания святого апостола Павла читание.
Будем уважливими. Брати і сестри, я кажу, розважаючи як чоловік. Навіть чоловіком затвердженого завершення ніхто не відміняє і не доповняє. Аврааму ж дадені були обіцяння і сімені його. Не сказано і насінню, як про многих, а як про одного, і сімені твоєму, якою є Христос. Вот що я скажу. Ранее затвердженого Богом заповіту про Христа закон, який з'явився на 430 років пізніше, не відміняє і не скасовує обіцяння. Бо коли поводле закону спадщина, то вже не поводле обіцяння, але Аврааму Бог дав це поводле обіцяння. Навіщо ж закон? Він був дадений пізніше за злочинство до часу пришестя сімені, якому дадено обіцяння, і передадений праз аньолов рукою посередника. Але посередника при одним не буває, а Бог один. Так що закон супроть обіцяння Божих? Ні в яким разі. Бо коли б дадений був закон, який може давати життя, то справді праведність була б від закону. Амінь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Умацуйся и квітней, володар, деля истины, лагодности и правды. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ты узлюбил правду и узненавидел беззаконие. Аллилуйя, аллилуйя. Запали у сердцах наших человеколюбный уладару Твоего богопознания незгасальное светло, и открый в очи нашего розуму для разумения Твоей евангельской проповеди. Уклади у нас и страх перед добросчастными Твоими заповедами, каб мы, растоптавши все телесные пожадности, жили духовным життем, про все, что досподоби Тебе и думаючи, и так робячи, бо Ты, святленне душ и тела у наших Христе Божа, и Тебе славу узносим с беспочатным Твоим Ойцом, и с усе святыми добрыми животворчим Твоим Духом, теперь и завсёды, и на веки веков. Мудрость, таньма прама, выслухаем святое добровестие, мир усим. Поводле Луки, святого Евангелия, читание. Будем уважливыми. У той час Господь сказав притчу гетую: у одного багатого чоловіка добре уродила земля, і он розважав сам собі, кажучи, що мені робіть, не маю куди собрать свой урожай, і сказав: вот що зроблю, розберу свірини моє, і більше збудую, і зберу туди усі плоди своє, и все добро свое, и скажу души своей: душа, маешь много добра на многие годы, складенного, отпочивай, ешь, пи, веселися. А Бог сказал ему: неразумный, у гэтую ж ночь душу твою заберут от тебе, а тое, что ты запасил, кому достанется. Так бывает с тым, кто збирає скарби для себе, а не у Бога богатеє. Слава Тебе, Господи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, можем посидеть. Неужели такой мудрость Ветхого Завета Иосифа, когда он объяснял египетскому Фаразею его сон, собирать, когда лучшие
годы как-то запас, и трудно тогда можно это использовать. Этот человек, о ком сегодня речь в Евангелии, вроде бы так думал. Но здесь есть но. Он думал о себе. Разрушаю, снимаю эти маленькие склады свои и построю новые, большие, и скажу своему душу, что будь рад, празднуй и веселись. Мудрость Иосифа, о чем я сначала говорил, действует до сих пор. Нам так надо, и такие государства, даже кто как-то свободные, такой свой годовой бюджет и так устроит, что если хороший год, тогда мы откладываем, оставим что-нибудь на это время, когда трудно будет, можем использовать. Эта мудрость остается. Бог, Христос, говорит чуть-чуть о другом нам. Один человек подошел к Христу и попросил, что Иисус сказал его брату, что он делил со мной свое богатство, что он получил от родителей. И Христос сказал, что какой у вас такой судья, и кто будет ваше богатство между с вами делить. И тогда эту притчу и говорил. Может быть, этот брат, о ком был этот человек Христу говорил, был и там. И может быть, это был и прямо ему, что человек думал, что надо делить, если у тебя есть. И вопрос не только в богатстве, и в этом богатстве, о чем говорит этот притча нам в прямом смысле, а все такие искушения человека, когда он что-нибудь получает больше, чем ему жизненно нужно. Это не только деньги или зерно, о чем сегодня в прямом смысле речь, а все богатство, что нам передается от Бога, надо делить. Мы начинали несколько дней назад, начинали пост, рождественный пост. И как раз этот Евангелие нам говорит, что это время, когда мы больше обратимся к духовным вещам, читаем Евангелие, читаем Библию, молимся, хотя бы постараемся молиться побольше, ходить чаще в церковь, и наш меню тоже как-то изменяется, меньше используем для себя, и это, что нам остается, что как-то экономим из-за этого, это возможность давать тем, кто нуждается, это больше, чем мы. И не думая об этом, что это мы, а это что нам даст Бог. Наша жизнь и наши возможности в этом жизни, не только духовные, а материальные, от Него.
мы не получаем или не выращиваем себе эти годы жизни, как этот богатый человек, кого назвал Христос прямо безумным, что он думал об этом, что как это зерно растет в его поле, как и его жизни, и годы его жизни растут то же самое в этом поле, что он думает, что его богатство дает ему даже, добавляет ему даже годы жизни в этом земле. И скажет Христос, так случается с этими людьми, кто не богаты в Боге. Так что постараемся все-таки найти этот такой равновесие в своей жизни, видеть побольше Бога, смотреть на Него и быть благодарным Ему. И Бог тогда дает нам свои богатства. Что важнее этих материальных, но, конечно, как я и сначала сказал, не надо забывать это, что естественная жизнь тоже важный, и эти материальные плоды, что нам даются, надо с ними как-то умно считаться, и если у нас достаточно, не надо забывать людей, кто нуждаются больше. Видите, как в Евангелии было написано, этот богатый человек спрашивает, что мне делать? Это богатство некуда поставить. Надо снимать эти старые, маленькие склады и строить новые. Он говорит, что мне делать? Но нищий человек, у кого недостаток, у него тот же самый вопрос, что мне делать? У меня нет кушать, одеваться нечем. И богатый, и бедный задает тот же самый вопрос, что мне делать? Так что и нам надо спросить у себя, что мне делать. Аминь. Ой. Скажем усе до сей души, от усього розума нашого, скажем. Господи, всевладный, Боже, Отцов наших, молимся Тебе, выслухай и помилуй. Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся Тебе, выслухай и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Саме молимся за набожных христиан. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Так само молимся за великого Господара нашего, наисвятейшего Всесвятного Патриарха Варфоломея, за супольность нашу просвитеров, диаконов, монахов, и за усіх у Христе братов и сестер наших. Так само молимся за усіх несправедливо зневоленных братов и сестер наших, и за возволение их скажем усіх, Господи, выслухай нас и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся за усіх, хто вимушено покинув своє доми і родиму, і обдарування усього потребного до життя. А в худшейшем вертанні додому скажем усіх, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Так само молимся за Україну, її народ, за усіх, хто праз війну стратив родних, здоров'я, доми свої, штотенный хліб, как Господь сам оборонил их, сутешил, оцелил и забеспечил всем необходным для життя.
Скажем все, Господи, выслухай нас и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. За дарование перемоги народу Украины, за скончение войны, за дарование свободы белорусскому народу и за покаяние усіх, хто чинить гвалт, брехнет и беззаконие, скажем все, Господи, выслухай нас и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Так само молимся за хверодавцев и доброчинцев у святым и почестным храме гэтым, за тих, хто тут співає працівників, і за усіх присутних тут людей, хто чекає Тебе великої, багатої милості. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй. Господи Боже наш, прими щирые молитвы Твоих слух и смилуйся над нами по воде величи Твоей милосердности. Пошли доброты Твои на нас и на усіх людей Твоих, які чекають от Тебе багаття Твоего смилования. Вот Ты, милостивный, человеколюбный Бог, и Тебе славу узносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды на веки веков. Паки миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Премудрость, яко под державою Твоею всегда хранимы, Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Sinu teenimine isegi taevaveede suuri hirmutaja, siiski said sa oma sõnul väljendamata, võtnud inimese armastatud inimeseks oma endist loomust jätmata ja muutnud ning said meie ülempresiks kõikide valitseja ja usaldasid sa meile selle teenistuse pidamise vereta ohvri toomise. Sina, issand, meie Jumal, valitsed ainsana taevas ja maakõrget asju. Sina istud keerubitest kantavale au järel, sina seerabite isand ja Iisraeli kuningas. Oled ainus püha ja hinglad pühades, seepärast palun ma sind ainsat head ja kuuldavõtjat. Vaata minu sa patuse ja hõlmata sulase peale, puhasta me hinge seda kurjast meeles ning anna mulle, kes olen ehitatud preesteraamete armuga sinu püha vaimu päev. Jõuda seista sinu püha laua ees ja tolmetama sinu püha ja kõige puhta miiu ja sinu kalli veresaladus. Sinu ette tulema pead kummardas ja palun sind ära varja mu eest oma palet ja ära lükka meid välja oma laste seast, vaid tee ma patune väärida sulane kõlbuks tooma sulle neid andja. Ja sina, Kristus, meie Jumal, oled tooja, toode, vastuvõtja ja väljalõhta. Ja sulle koos sinu algusete isa ja kõige pühama hea ja läbastega vaimu anname ja nüüd ikka igavest jaama. Nüüd tähendame öö salapiisil keerub ja laulame elamast selle kolmaelu kõige pühamat laulu. Jätkem siis nüüd kõik elumured maha. Ja vastu võtaksime seda kõikide kuningat, keda inglite päevaga surahuldsam lähtuvalt teenivad. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Ita Hierovim. Ita Hierovimis tikos иконизантес, катюзо пиотри адитон трисагион гимнон просадантес, пассан инвио тикина потомита мериман, остон веселеотон голони подиксомени, тес ангеликеса оратос дориферуменон таксисин. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Sinu vastu üks peenis olema paatu teinud ja teinud seda, mis pahaldus ilme. Seepärast oled sa õigema sõnades ja võidad kohtus. Vaata üle kohtu sõrmane sigitad ja patus on mu ema mind jumala toonud. Vaata sa armastatud ja ilmutad mulle oma salajast varjatud tal. Piserda mind ise kõigega puhtaks ka. Pese mind, et ma läheksin valgemaks lumi. Anna mulle rõõmustamise ja rõõmusena puldis rõõmusena rõudu muuta.
Святарство Твоє нехай поміняє, Господь Бог во владарстві своїм завжди, тепер і завсюди, і на віки віков. Амінь. Отца нашего, священного патриарха и архиепископа Константина Града, Вартоломею, да вспоминает Господь под царстве своем ныне и присно, и во веки веков. Велебних митрополитов, архиепископов и епископов, весь монашеский, святарский чин, нехай помяне Господь Бог во владарстве своим, завжди і тепер і завсюди, і на віки веков. Вас и усіх християн, нехай вспомнить Господь Бог во владарстве своим, теперь и завсёды на веки веков. Святарство ваше нехай помяне Господь Бог во владарстве своим завжди, тепер і завсюди, і на віки веков. Амінь. Head meelt, nad ehiti üles Jeruusalemma müürid, siis nad on meele pärast õigusohvrid, ohvriandid ja põletusohvrid, siis tuuakse ära värsse su altarile. Добросчастный Иосиф, зря вознял почестное тело Твое, плащаницу чисто обвив, у новой могиле поклав в могиле телом упеклись душой, як похорони з разбойника на посаді родного. Дополним молитву нашу Господу. За ускладенные почестные дары Господу помолимся. За святый храм гэты и за тых, что с верою пашаны и страхом Божьим воходять у Яго, Господу помолимся. Господи, помилуй. Как позбавиться нам от всякого гора, гневу, беды, нестачи, Господу помолимся. Господи, помилуй. Оборони, збав, помилуй и заховай нас, Боже, ласкою Твоею. Кабу весь день был досконалым, святым, мирным и безгрешным, у Господа просим. Подай, Господи. Анёла миру, верного наставника, оховника душ и тела у наших, у Господа просим. Подай, Господи. Пробачение, отпущение грехов и провинов наших, у Господа просим. Господи. Доброго и корыстного душам нашим и миру для свету у Господа просим. Остатній час життя нашого провести у мирі і покаянні у Господа просим. Християнського скончання життя нашого, безбольного, непосоромленого, мирного і доброго отказу на страшнім суді Христовим просим. Усей святую, беззаганную, найдобрословеннейшую, славную владарку нашу Богородицу и вечно Деву Марию, с усими святыми помянувши сами себе и один одного, и все житье наше Христу Богу отдамо.
щодростями единородного Сына Твоего, с яким добрословен и Ты, с просвятым и добрым, животворчим Твоим Духом, теперь и завсёды, и на веки веков. Мир усим. Узлюбим один одного, кабу однодумности вызнавать. Христос посеред нас. Есть и будет. Двери, да мудрости будем уважливыми. Христос Повсюду наш. И будет. и будем. Есть и будем. Христос посеред нас. Одинородного Отца народженого перед усіми веками. От святла Бога істинного, от Бога істинного, народженого, нестворенного, одиносутного, зайцем праз якого сталося, як і деля нас людей, деля нашего збавлення, сийшов з небес, и вцелеснился от Духа Святого и Девы Марии с человеком, был распятый за нас при Понтии Пилате, и покутовал, и был похован, и воскрес у третий день згодно с Писанием, и взошел на небеса, и сядеть праворучайца, и знов прийде у славе судить живыми и мертвыми, Его владарство буде конца. И в Духа Святого Господа Животворчого, який одайца сиходить, якому разом з Отцом і Сином поклоняємося, і якого славим, ки говорив праз пророков, у одиную святую, повсюдную и апостольскую церкву, визнаю одно хрещение деля отпущения грехов, чекаю воскресения мертвых, і життя будучого веку. Амінь. Станем добре, станем со страхом, помним святое вознесение, мире принести. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святого Духа буди со всеми вами. Карей моим сердца, Взняли их до Господа. благодарим Господа. Отче, достойно. Годно и справедливо Тебе опевать, Тебе добрословлять, Тебе хвалить, Тебе дяковать, Тебе поклоняться на всяком месте владарства Твоего. Бо Ты Бог невымовно, неспознавальный, небашно, неспостижно, вечно истный и завжди той самый. Ты единородный Твой Сын и Дух Твой Святый. Ты привел нас в небытую бытие, и упавших Ты знов узнял, и неоступно здійсняв усё, покуль нас на небо не узвелка, подаровать будучее Твое владарство. За все гэта дякуем Табе, единородному Твоему Сыну и Духу Твоему Святому, за все вядомые, невядомые, явные и неявные добродействия, які для нас действенися. Дякуем Табе за супольное служение гэтае, якое Ты ад рук наших прынять полечу угодным.
Хотя оточают тебя множество архангелов, безліч аньолов, херувимы, серафимы, шестикрылые, шматвоки, лунаючи, криляючи. Пераможную пісню спяваючи, устикаючи, вигукуючи, ти промовляючи. inimese armastaja valitseja, sina tõendasid vägedega hüüa, me ütleme ka meie püha ja kõige püham oled sina, sina ainusündinud poeg ja sinu püha vaim, püha ja kõige püham oled sina, suursugune on sinu au, oled oma maailma nõnda armastatud, sa andsid oma ainusündinud poja, et ükski temast usu hukka ei saaks, vaid et tal oleks igavene elu, tema käest tuli ja täitis meie pärast kogu armunõu, võttis selle ööl, mil ta ära anti, või õigemini iseenda ära andis maailma elu eest, leiva oma pühasse ja puhtasse ja paatute kätte, tänas ja õnnistas, pühitses, murdis ja andis selle oma pühadele õpilastele apostlile. Примите, ядите, сие есть тело мое, еже совы, ломимое, восставление грехов. Подобие чашу вечеру глаголя, пить от нея вся есть кровь моя нового завета, яже совы, и за многие славы, и сливаемая восставление грехов. Твоя от твоих тебе приносившие о всех и со вся. Toome sulle selle vaimse teenistuse, viiame sinu poole ja palume sind hardalt läkita oma püha vaim meie ja nende eesseisvate andide peale. Исподоби уба хлеб сей чистое тело Христа Твоего. Аминь. И еже в часе сей чистую кровь Христа Твоего. Аминь. Предложив Духом Твоим Святым. Аминь, аминь, аминь. Да подавает Господи Бог нас. Каб яны былі для тых, хто причащаецца на цвярозасць душы, дзеля выбачэння грахоў, дзеля супольнасці са святым Тваім Духам, дзеля паўнаты валадарства небеснага, дзеля адвагі перад Табою не на судце на асуджэнне. Яшчэ прыносім Табе духоўнае гэтае служэнне за спачылых у веры, прайцоў, айцоў, патрыярхаў, прарокаў, апосталаў, прапаведнікаў, евангелістаў, мучанікаў, вызнаўцаў, аскетаў і за ўсякі дух праведны, які у веры спачыў. Асабліва за ўсе святую, беззаганную, найдобраславеннейшую, славную владарку нашу Богородицу и вечно Деву Марию. Славнейшую засердимо, что немного слова непорушною, огневую
сердцу Тебе. Во-первых, Яшчэ прыносім Тебе духовна гэта служэнне за ўвесь свет, за святую паўсюдную апостольскую царкву, за тых, хто праводзіць жыццё ў цноце і сціпласці. Дай нам, Господи, мирно гаспадарыць, каб і мы жылі ў супакою лагодна і ціха з усёй набожнасцю і сціпласцю. Сярод першых памяні, Господи, вяліка гаспадара нашага, найсвятейшага ўсесветнага патрыярха Варфаломея, захавай яго для святых Твоіх церквах, у міры, цэласці, добрай славе, здароўі, даўгалецці, каб ён правільна навучаў слову Тваёй істины. Успомни, Господи, город гэту, які мы живем, Литву і нашу Беларусь, усе гарады і краіны, тых, хто з верою жывуць у іх. Успомни, Господи, тых, хто падарожнічае па моры, зямлі, паветры, хто хварэе, пакутуе, хто ў зняволенні і збаўленні. Успомни, Господи, ахвярадаўцаў, дабрачынцаў, у святых Твоих церквах і тых, хто памятае пра убогіх. І на ўсіх нас пашлі Твои милости. І дай нам адзінымі вустамі, адзіным сэрцам славіць і апяваць усе пачэстае цудоўнае імя Твоё, Айца і Сына і Святога Духа, цяпер і заўсёды на вякі вякоў. потом продолжать. И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. Твоим. Всіх святих помянувши знову і знову міри, Господу помолимся. За принесенные, свяченые, почестные дары Господу помолимся. Как человеколюбный Бог наш, принявший их на святый, на небесный духовный свояхверник, як водар духмяности духовной, послал нам Божскую ласку и дары Святого Духа помолимся. Одинство веры и супольности со Святым Духом, попросивши сами себе один одного, и все житье наше Христу Богу отдамо. Господи. Тебе мы доверяем все наше житье и надею, благодару человеколюбной, и просим, и молим, и умоливаем. Полечи нас вартами причаститься над небесных Твоих страшных таинствов, этой святой духовной трапезы, с чистым сумлением, для отпущения грехов, для выбачения провинов, для супольности с Духом Святым, для успадкования владарства небесного, для отваги перед Тобою, али не на суд и на осуджение. И полечи нас вартами благодару, за отвагу, без осуджения, смелиться закликать Тебе, небесного Бога Отца, и промовлять. Ойче наш, який ось на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде владарство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хлеб наш наденный дай нам сегодня, и даруй нам провины наши, як и мы даруем виноватым нам. И не введи нас в спокусу, али збав нас от злого. Вот Твое владарство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды на веки веков. Слава. Головы наши перед Господом схилим. Ласкою и щедростями и человеколюбством одинородного Сына Твоего, с яким Ты, добрословенный, с усей святыми, добрым, животворчим Твоим Духом, теперь и завсёды и на веки веков. Меня телесного и помилуй меня. Боже, очисти меня грешного и помилуй меня. Боже, очисти меня грешного и помилуй меня. Во мне святая святым. Урсу да всеяне. Иисус Христос, выйти. Аллилуйя, аллилуйя. Веру, Господи, и вызнаю, что Ты сапраўды Христос, Сын Бога Живого, что Ты пришел у свет грешных збавить, з яких перший я.
Яшчэ веру, што гэта ёсць самое вся чыстае цело Твоё, і гэта ёсць сама пачэсная кроў Твоя. Таму малюся Табе, памілуй мяне, прабач мне правіны мае вольныя, міжвольныя, зробленыя ў словах і справах, свядомыя і несвядомыя, і зрабі мяне вартым без асуджэння прычасціцца всячыстых Тваіх таемстваў, Господзе, дзеля адпушчэння грахоў маіх, дзеля жыцця вечнага. Амінь. Вячэры Тваёй тайнай, сёння, Сыне Божы, прычаснікам мне дазволь быць, бо ворагам Тваім я не выдам тайны, і не дам Табе пацалунка, як Юда, але як разбойнік вызнаю Цябе. Памяні мяне, Господзе, у валадарстве Тваім, няхай не на суд і не на асуджэнне будзе мне прычасце святых Тваіх таемстваў, Господзе, а на ацаленне душы і цела. Амінь. Kristuse, kallis ja püha juhendaks mulle preestri Justinusele. Усіх одухов до несмиротного владара и Бога нашего, святое почестное тело Господа, Бога избавца наших, Иисуса Христа подается мне, Георгию Святору, избавление грехов моих, у життя вечное. Аминь. Kallis ja püha verd andeks mulle preestri Justinuse. Pattude andeks andmiseks ja igaveseks eluks. Ось я знов подиходжу до несмиротного владара і Бога нашого. У воскресенье Христово убачивши, поклонимся святому Господу Иисусу, одиному безгрешному, крыжу Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресенье Твое опеваем и прославляем, бо Ты Бог наш, а кромя Тебе и не знаем, имя Твое кличем, придите, всеверные, поклонимся святому у воскресенью Христа, бо праз крыж прийшла радость усьому свету. Завжди доброславляючи Господа, опяваємо воскресення Його, бо дзеля нас крыж перетерпів, смертю знищивши смерть. Святися, святися, Новий Єрусалиме, бо ласка Господня Тебе озарила, святкуй сьогодні, веселися, Сионе, Ты ж чистая, красуй, Богородице, дзеля воскресення народженого Тобой. О боскі, любе, солодкий Твой голос, бо Ты не манил Христе, обяцавши быть з нами до веку. Тому мы, верники, як за якор тримаючися за Тебе, радуемся. О Пасха, великая, наисвятейшая Христе, о мудрость и Слово Божие и сила, дай нам долучаться до Тебе, больш досконало, у незмрочным дни володарства Твоего. Аминь. Strachem Божим, с верою и с любовью приступите. О, где твои Прославленный Твойко приходится имя Господа, Господь возъявился нам. оставление грехов и жизнь вечный. Аминь. Николай причащается. Присайся, Николай, в оставление грехов и жизнь вечный. Аминь. Ульяна. Присайся, Ульяна, в оставление грехов и жизнь вечный. Аминь. Августин. Присайся, апостол Августин, в оставление грехов и жизнь вечный. Аминь. Олесь. Оставление грехов и жизнь вечный. Аминь. Пелагея. Оставление грехов и жизнь вечный. Аминь. Каролина. Посмотрим.
что-нибудь здесь? Лина, в оставлении грехов и жизнь вечная. Аминь. Миколай. Причесаться раб Божий Миколай, в оставлении грехов и жизнь вечная. Аминь. Ригор. Григор, в оставлении грехов и жизнь вечная. Аминь. Вольга. Слава Божия, Бога, в оставлении грехов и жизнь вечная. Аминь. Марина. Боже, Марина, в оставлении грехов и жизнь вечная. Аминь. Причесается раба Божия. Яна. Яна, в оставлении грехов и жизнь вечная. Аминь. Зоя. Причесается раба Божия Зоя, в оставлении грехов и жизнь вечная. Аминь. Марина. Причесается раба Божия Марина, в оставлении грехов и жизнь вечная. Аминь. Юрий. Причесаться раб Божий Юрий, в оставлении грехов и жизнь вечная. Аминь. Андрей. Раб Божий Андрей, в оставлении грехов и жизнь вечная. Аминь. Причесаться раб Матвей. Матвей, в оставлении грехов. Ну, Матвей, не. Матвей будет в следующий раз. Илья. Причесается раб Божий Илья, в оставлении грехов и жизнь вечная. Аминь. Роман. Причесается раб Божий Роман, в оставлении грехов и жизнь вечная. Аминь. Денис. Причесается раб Божий Денис, в оставлении грехов и жизнь вечная. Аминь. Валерия. Причесается раба Божия, в оставлении грехов и жизнь вечная. Аминь. Так. Евген. Причесается раб Божий Евген, в оставлении грехов и жизнь вечная. Аминь. Ирина. Причесаться раб Божий Ирина, в оставлении грехов и жизнь вечная. Аминь. Причесается Людмила. раба Божия Людмила, в оставлении грехов и жизнь вечная. Идет кто-то еще? Нет? Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pidame kalli verega puhtaks need, keda me siin meeles pidasime. Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Весного силою таимся Благословен Бог нас, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Твою, Господи, славу Твою. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Станьте ровно, принявшие боские, святые, всячистые, несмиротные, небесные, животворчие, страшные крестовые таемствы. Належно подякуем Господу.
Оборони, избав, помилуй и захини нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, помилуй. Попросивши, каб день гэты был досконалым, святым, мирным и безгрешным, сами себе и один одного, и все життя наше Христу Богу отдамо. Господи. Дякуем Табе, человеколюбный уладару, добродею душ и телов наших, что Ты сегодня зробив нас вартами быть удельниками Твоих небесных и несмиротных таемствов. Выпростай наш шлях, умацуй нас усіх у страху Твоим, заховай наше життя, керуй нашими кроками, по молитвах и заступництве, всеславные Богородицы и Вечнодевы Марии и усіх святых, бо Ты освячение наше, и Тебе славу узносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. С миром выйдем. Господа вам. Господу помолимся. Ты благословляешь Ты, кто благословляет Тебе, Господи, совершаешь Ты, кто сподяется на Тебе. Сбал народ свой, да благослови удел свой, полноту церкви свою заховай, среди tych, кто любит красу дома Твоего, прославу их за это Божию Твою силу, и не покинь нас, если сподяемся на Тебе. Мир свету Твоему дай, церквам Твоим, святарам и усім людям Твоим. Бо всякий добрый, досконалый дар дається звыш и заходит от Тебе и Отца светилов. И Тебе славу, подяку и поклонение узносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Благословение Господине на нас, то благодатью и человеколюбием всегда, ныне и присно, и во веки веков. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Воскресший из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречисти Своей Матери, святых славных и всех хвальных апостолов, и же во святых Отца нашего Иоанна, архиепископа, Константина Града Златоустого, святых праведных Бога Отец Йокимиана и все святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец.
Аминь. Спасибо вам всем. Так рад видеть, что этот помещение здесь как-то маленьким стал, как будто в этом Евангелии мы не будем сносить это маленькое место, но не надо, все-таки надо думать об этом, что побольше нам уже здесь места нужно, так что об этом надо думать. И тогда и понимаю, что это не скоро, конечно, Отец но Юстин, понимаем, что... Мы сносить не будем, мы и это оставим, и еще. Да, надо что-нибудь носить. Побольше. Да, побольше где собираться. Так что благодарю вас, благодарю хора, очень красиво, просто, да, вас не видно там, только слышно. Да, и всем, кто пришли молиться вместе с нами, очень рад. Я всегда радуюсь, когда я здесь. Но это такой разговор, что я везде скажу. Рад со всеми вами встречаться. И очень рад, что это воскресенье, этот круг приходов, те, кого я навещаю, дошел до вашего прихода снова. Спасибо вам. И желаю хорошего нового недели. И не забывайте себя и Бога. Хорошо, будем. Дякую вам, отец Юстин, что сегодня мы с вами помолились. Ну, про то, как шукать что-то больше, будем, приймаю это как Божие благословение, так что будем глядеть. Ну и хочу сказать, что на этом тыдні у нас, ну, про пост уже отец Юстин сказал, вот, усе повинны поститься. У кожного може бути свой пост, но поститься повинны все. Ось, кожен може визначити якби міру поста собі. І одна з таких проявів нашого поста, ну, ми постимося і особисто, але ми постимося як громада. І я вже казав про те, що у посту хотілося б більш богослуженню. І тому ми будемо старатися кожен тиждень на буднях мати ще одну літургію. А на гэтым тыдні мы просто не можем не мець літургію, бо на чацвер, 21 лістапада, прыпадае свята увядзення ў храм Прасвятой Богородицы. І гэта працоўны дзень, і як у нас гэта звычайна бывае, у працоўны дзень я усіх запрашаю на... Мы усіх запрашаем на вечернюю літургію, якая пачнецца о 18 гадзіне. Таким чынам, еўхарыстычны пост трэба будзе захоўваць прыкладна з гадзіны дня, з 13:00, уже старацца нічога не есці, хто хоча прычасціцца. І увечары усіх запрашаю, каб ушанаваць вось гэтае свята увядзення ў храм Прасвятой Богородицы, ушанаваць тую, якая самая стала храмам Божым, і якая нам показвае і нагадвае, што мы таксама павінны быць храмамі Божымі. А цяпер запрашаем на нашу сябрыну, на наш першы постны стол у гэтым сезоне. Так што, да, калі ласка, падыходзьце пад благословенне. Благословение Господа.